Бокс, спортивная борьба, дзюдо, оснащенный тренажерный зал. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс, открытый еще в декабре в Сагапши, радует сельчан своими возможностями. Этот спорткомплекс – бесценный подарок, который жители получили в канун 2019 года. Помимо огромного тренажерного зала, ФОК может похвастаться и просторными раздевалками. Особого внимания заслуживает и огромный спортзал, где установлен боксерский ринг, уложен борцовский ковер и татами для дзюдоистов. Помимо прочего, предусмотренные площадки для игровых видов спорта. О таких условиях и комплексе сельчане и мечтать не могли. Заур Цакиев теперь все свободное время проводит в спортзале. С открытием кузницы чемпионов приоритеты поменялись. В зале занимаются более 300 спортсменов. Среди них дети, молодежь и кто постарше. Неважно, сколько тебе лет. Занятия по душе может найти каждый. Кто-то серьезно увлекается спортом и ставит перед собой высокие цели, а кто-то приходит, чтобы просто держать себя в тонусе. Я начал занимаюсь уже где-то 4 года. Заниматься начал в городе Казань. Мне там понравилось, потому что там красивые броски, движения, падания, там все красиво в этом спорте. Для подготовки будущих чемпионов в ФОКе работают несколько профессиональных тренеров. Мечта передать свой опыт, мастерство и ловкость – главные цели, которые ставят наставники. Не было ФОКа, заниматься не было возможности. Ребята всегда ездили в Малгобек, сейчас построили ФОК. Здесь будут такие виды спорта, как бокс, борьба, дзюдо. Появилась возможность заниматься. Ребятам пожелаю, чтобы они занимались спортом, не пить, не курить. Здоровый образ, чтобы они вели. Ханмар Камычилайер в декабре месяце открытие марк Мачхани. Через год уже дал яндали, результаты будут. 70 бер боксю, по боксу. Зал борьбы тоже. Просто мы сейчас, конечно, мотивация, сильная мотивация. Долго ждали этого построения этого ФОКа, потому что это село большое. И здесь много очень занимаются ребята в Малгобек, все ездят, очень много спортсменов, и борцы, и боксеры. Конечно, сейчас мы очень рады, что открылся этот ФОК, и ребята как радуются, вот смотрите, столько народу здесь. И я думаю, что мы сейчас будем плодотворно работать. Магомед Картоев начал заниматься боксом 2 года назад. За это время он успел поучаствовать во многих любительских турнирах. Если раньше ему приходилось ездить в Малгобек, чтобы готовиться к очередным соревнованиям, теперь с возведением нового ФОКа в соседнем селе Магомед уже не тратит много времени на дорогу. Тренер Малгобек еще тренировки Тимур Булгучев. Постоянно тренер Оз инеркро суабч аугса фоки. Аллах рясали фок хаилачина. Чадик условия же рингера душера мешок душ бара чадик условия же. Пару тейр хаила цохотта цедога цигжван халмач атмачтс. Аллах хаила фок юртач условия же ушлач бердас дук берж до учшеш қайг безим боже тренировки безим боже мотик жа безим боже шей қама шей юрта результаты безим боже эздо озе. Малгобек тхоуш халерт даро хач кирдо мотигацер. Ханц оже арво мотиго кирдо мотигош. Хаван чу театрнока хайпарга хайқиқар хайлуч мотигош. Цо хайцана я хайқичо цо мотигош. А в спорте вообще мычагу. С первых дней открытия ФОКа местные ребята буквально выстроились в очередь, чтобы записаться в различные секции. Помимо начинающих спортсменов, здесь тренируется и профессиональный боксер Магомед Булгучев. Он своим примером мотивирует ребят и с большим удовольствием делится своим опытом. Тут никогда такого не было. Сейчас появился вариант такой. Желающие могут приходить и заниматься спортом.
Вместе с боксерами в зале тренируется и один из самых перспективных бойцов ММА Ингушетии Руслан Белхароев. Он делает ставку на ударную технику. Заниматься в комфортных условиях для спортсмена – одно удовольствие. что кого кем же дешам до отчуждок кем шимби цана диктринок махти гибар бокс тринок зал дикми берж да хава хож ханзма хайла яча жодок голдан тош берж Это уже 4-й подобный ФОК в республике. Ранее по партийной программе единороссов развития культуры и спорта построены спорткомплексы в сельских поселениях Яндаре, Али-Юрт и Верхней Ачулуке. Для желающих заниматься спортом в новом ФОКе созданы все условия. Вот здесь у нас находится гардероб для вольной борьбы и ММА. Вот у нас оборудовано вот для, чтобы дети переодевались комфортно. Дальше у нас несколько, да, вообще? Да, вот у нас еще вот этот гардероб у нас для боксеров. Вот это у нас кабинет врача. Вот это у нас лифт для детей инвалидов, чтобы они поднимались наверх, чтобы они комфортно тренировались там. И вообще, как вам условия созданы? Дети рады, вы рады, довольны? Условия нам, конечно, создали максимальные условия, потому что этого зала, вот этого ФОКа здесь не было. Вот сейчас, смотрите, здесь у нас душевые, туалеты, все, что необходимо в этом зале есть для занятия спортом. Открытие ФОКа в Сагапше – важный шаг популяризации спорта в нашем регионе, где уже есть именитые спортсмены. Подрастающее поколение может брать с них пример для дальнейшего роста в профессиональной спортивной карьере. Тем более условия для тренировок созданы самые лучшие, отмечают местные жители. Дух хамажиот, больницы егиот, медики ждёт, дедолж. Площадь, удемолю хамир, володя умштадера. У совёртвах духкае, сун дендатя хам 60 лет цадянт уже от вёртвах. Тахан ёк паргату миер. Бирж ногордоки аожгаш молбеке, ногордок олда молбеке аожгаш. Бехдеж машин текерта, от одебежлер ханс Habak, tabak, atu yitan, jo yesmali, hat seyri şu başa kıydışı, tadı ta 150 bir başa kıydışı, o за один вечер. $100 вот такой он. То, что мои года ушли, я не смогу заниматься, как бы садик бачу. Ох, заниматься, десей возможность, схалар, хамдак дал, но результат должен быть. За последние несколько лет в Ингушетии появляются все новые и новые спортивные объекты. ФОКи заполняются молодыми ребятами, желающими развивать свой потенциал. И, несомненно, с ответственным подходом к делу эти ребята совсем скоро смогут стать и олимпийскими чемпионами. Это доказывают и результаты последних лет. Практически нет ни одного вида спорта, в котором ингушские спортсмены не достигли бы успеха. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24.